Читаем парламентскую газету под номером 32 от 7 сентября 2017 года. Статья «День знаний предложено отложить». Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о переносе начала учебного года на месяц. Либерал-демократы предлагают дать возможность муниципалитетам начинать первую четверть в школах с 1 октября. Если, например, лето было дождливым, а сентябрь предполагается теплым, как небольшую компенсацию за плохие климатические условия. По мнению авторов документа Вадима Деньгина, Михаила Дегтярева и Бориса Чернышова, обширная география России, разнообразие ее климатических, национальных, социальных и иных особенностей объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года. Авторы законопроекта также уверены, что учебный год в случае переноса начала занятий должен заканчиваться в соответствии с учебным планом конкретной общеобразовательной программы. Напомним, что еще в июле 2017 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил начинать учебный год в России не с 1 сентября, а с 1 октября. По его мнению, таким образом можно продлить лето за счет теплого сентября. Правда, в Минобрнауки идею не поддержали. «Мы предлагаем сместить учебный год и каникулы на месяц», заявил парламентской газете первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Вадим Деньгин. То есть год может начинаться 1 октября, а каникулы с 1 июля. Также мы предлагаем увеличить межчетвертные каникулы. По словам законодателя, на усмотрение организаторов учебного процесса оставляются право выбора, когда закончить учебный год в мае или в июне. По заверению Деньгина, о подобных нововведениях уже давно просят различные регионы страны. Зампред Думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов заявил парламентской газете, что считает вполне разумным возможный перенос начала учебного года с 1 сентября на 1 октября. Мы привыкли, что День знаний в российских школах отмечают 1 сентября. Но, например, в этом году лето было холодное, синоптики обещают теплую осень. Так пусть дети и взрослые отдохнут еще месяц, порадуются сентябрьскому теплу. Наша страна имеет обширную географию, в разных регионах разный климат, который обуславливает дату начала учебного года, объяснил парламентарий. Он подчеркнул, что дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованием будет представлена возможность переносить ее как раз в зависимости от объективных условий. Чернышов привел в пример опыт других стран, где школы самостоятельно устанавливают даты начала и окончания учебного года, а также продолжительность каникул. Статью подготовила Ксения Редичкина. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.